Время неумолимо и быстротечно, и не всегда оно, вопреки изречению, лучший лекарь. Оно может лишь отчасти стирать из памяти некоторые эпизоды, притупляя восприятие внешней реальности. Но время не способно вытравить из памяти образ родного человека, ушедшего из жизни, оставив о себе добрый след на этой земле. Время, отсчитывая год за годом, только усугубляет горечь потери и боль от сознания безысходности и неотвратимости судьбы. В народе говорят, что все предопределено, и от этого никуда не деться. Но память — посредник между прошлым и настоящим, до мельчайших подробностей хранит все, даже самые незначительные эпизоды жизни человека, со временем только обостряя чувство пустоты. В сегодняшней передаче я хочу рассказать вам историю жизни Мусы Юсуповича Дарсигова, депутата Верховного Совета СССР, человека, который сделал многое в этапах становления нашей республики. Историю жизни патриота своей родины, жизненный путь которого был тернист и сложен, и в то же время объемен, красив и, конечно же, значителен. Да, 37 году давихавтх, 10 лет. Цигир адигиртхо, адигичи в 44 году адигачер ешелартх. Ахкас. Муса и свои тхнани, нинани тодор. Цигир нян уште, вен шевош табули халадол, да хашметти. Дуккунах бериш доуцки. Абха мягкалхан. Цигир челилхаш уздеш бериш лешгадеш дакулар. Костанайской области ветто. Муса давигир эштеснян вишвак вигир кянки. Так соисер. Цигир йохотхнан в 46 году калисер бериш кайкрызла. Ходай яхш. Цигир из доштелерцо, он схавал цалдиач, штаболот бас. Так. Вахат болдерс, муса цавар шиварбейр. Ну, ценнян. Ценнянишва. Ценмарбейр муса цавар, юх цигир юх. Да цавин ю атмунске халдуалия, да хаш лелж, да давялар. Так муса детство был хохер. Учабар. Бол эгер хаз машинта бол биохар. Курс яқырцо. Сылда юхсагёля халза бяхка оз трахтак бол беш далино кысхал. Жизни халия шималия. Что схугмави анвалдак даришан. Валда дагадацр. Валдагама. Ну дизелге нахаге юхжвацкс. Дин шикам ди халват дигартш. Депутат ятачл да постоянно соч назрани яхса хач ухош цмцногос ди хач ухош юрда удж ахайна сам халда сатям бацрцт хач вич абеда шт согтлилер жоо халз авич халз ночч црей остичан су малеза халоди. Родился Дарсигов Муса Юсупович в 1938 году в обычной ингушской семье, где на первом месте были взаимоуважение и почитание старших. В 1956 году окончил школу в Михайловском районе Целиноградской области. Словом, стал свидетелем ссылки и на себе испытал все муки, которые видел его народ в далеком Казахстане и не только. Сердце Мусы всегда было в теплых краях своей земли, Ингушетии. Мысли сквозь годы и время строили планы на будущее в родном Кавказе. В 1974 году наш герой вступил в ряды КПСС. Свою трудовую деятельность начал в колхозе Вишневского района в 1948 году. С 1960 года Муса работает в совхозе Алханчуртовский Малгобекского района, чья СССР на любимой матушке земле, бригадиром этого совхоза. Муса Юсупович Дарсигов в моей памяти со дня, сколько я помню себя, столько я Мусу Юсуповича помню. Муса Юсупович был труженик,
односельчанин мой. И вот в детстве, когда еще я начал в школу ходить, я помню, как сестра, которая работала с ним в совхозе, брат старший мой, приходили домой, отзывались о нем, как о хорошем труженике, что те поля, тот участок, где находится Муса Юсупович, значит, он всегда бывает ухоженный, он любит землю, он трудяга. Вот такие вот отзывы о Мусе Юсуповиче я слышал в детстве. 29 марта 1989 года Муса Юсупович всенародно был избран депутатом СССР. 31 мая 1989 года на съезде Верховного Совета СССР был избран членом Верховного Совета национальностей. С первых дней работы в новой должности перед Мусой Дарсиговым стояла намеченная цель – донести до руководства СССР боль ингушского народа. В памяти Муса Юсупович был любимцем, его всегда уважали. Он был строгий, где надо, он был принципиальный. Но вот сейчас, уже по истечении стольких лет, вспоминаешь советские времена, но тогда понятие демократии, вот, демократические подходы, отношения, таких не было понятий. Была идея коммунистическая, мы жили по коммунистической идее, все воспитывалось, как говорила партия. Да, он был член партии, да, он ответственный человек был, но его действия, его отношение к людям, его отношение к своим обязанностям, к работе, да, вот они были настолько демократичны, настолько отличались от других людей, да, от других ингушей даже, можно сказать, что меня это удивляло всегда. И потом, впоследствии, когда я уже был взрослым, Мусу Юсуповича избрали народным избранником, он был депутатом Советского Союза от нашего Чим-Ингушской республики. И он мне сказал: Ахмед, я бы хотел видеть тебя помощником своим. Я был оформлен помощником у него, и мы много работали вместе, много встречались, много ездили. И постоянно с ними я 9 месяцев находился в Москве, в гостинице «Москва» мы жили. 9 месяцев я был в своем номере, он был в своем номере, но как только он с заседания приходил в номер, мы были вместе и общались, делились, и как бы он мне был родным каким-то человеком, я к нему как к родному отцу относился уже и понимал его с полувзгляда. В начале октября 1989 года с огромным трудом и с большими препятствиями Муса Дарсигов добился личной встречи с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Наверное, именно эта встреча положила начало процессу восстановления прав депортированных народов. Муса Юсупович обратился с запросом о принятии аудиенции. И когда он обратился, Михаил Сергеевич принял его. Мы были в гостинице, пришли очень много желающих пойти с ним вместе. Он говорит: Ахмед, кого мне с собой взять? Он меня попросил, чтобы я пошел с ним. Я говорю: Муса Юсупович, я молодой, я не в политике, я не сумею там озвучить те задачи, которые стоят перед этим. Давай, я говорю, возьмем более солидного, старшего человека, который более-менее в политике имеет вес, опыт. И когда подумали, тогда был Кадзоев Иса, он как бы на съезде ингушского народа, на первом съезде выступил, был председателем НИСХО, партии НИСХО. Я говорю: Муса, может быть, вот он более-менее так, от народа человек, может, его возьмем? Возьмете его? Он говорит: хорошо, Ахмед, я, говорит, наверное, его и возьму. Все желающие остались там, мы пригласили в номер, позвонили, Муса пригласил Ису к себе, он поднялся, мы переговорили, он его взял с собой, и они около 2 часов была
значит, назначена встреча на 20 минут, им аудиенция была дана, они разговаривали, по-моему, около 2 часов. Я точно не помню там минуты, но около 2 часов встреча была. И когда оттуда они вышли, Иса удивлялся, как так с первым президентом Советского Союза, с генеральным секретарем партии, коммунистической партии, Муса Юсупович свободно излагал свои проблемы, проблемы народа, задачи, как их выполнить, и как он настойчиво требовал от него решения этого вопроса. 14 ноября 1989 года после очередной встречи Мусы Дарсигова с Михаилом Горбачевым была принята декларация о защите прав депортированных народов. Муса, он всегда говорил: у меня интуиция, я чувствую, что надо делать. Просто если мне не мешали, и если мне помогали. И в частности, когда мы ему сказали: а в чем тебе нужна наша помощь, он сказал: вот лично ваша помощь мне нужна в этом направлении. Например, встретиться с патриархом Московским и всей Руси и объяснить ему наше сегодня нынешнее положение. Что мы не требуем ничего чужого, что мы не требуем переселения других представителей другой национальности с Ингушетии или с территории Пригорьевого района. Мы требуем только восстановить справедливость. И когда мы встречались с академиком Лихачевым, то же самое, такое же было заявление. И я думаю, когда принимали закон о реабилитации репрессивных народов, именно обращение патриарха Московского, который тогда заявил, что принятие данного закона это самым гуманным законом человечества, я надеюсь, что этот закон будет принят, и обращение академика Лихачева, который сказал, что принятие данного закона я считаю честью и достоинством российского парламента. Вот эти слова, конечно, может быть, даже во многом и влияли тогда на ход событий. Даже в самых сложных ситуациях Муса добивался плодотворных результатов, говорит Ахмед. Он всей душой и мыслями был с народом, но постоянные стрессы негативно сказывались на его здоровье. Когда проходили съезд депутатов, и он выступал, первое его выступление было вот, памятно. Как раз перед этим много проблем, Муса получил микроинфаркт. И попал в Кремлевскую больницу. Ну, естественно, я, не отходя от него, нахожусь рядом с ним. Ну, врачи, значит, меня вызвали, говорят: напишите расписку, что он никуда не уйдет, и никуда ему выходить нельзя. Забрали вещи все у него. Ну, я говорю: Муса, давай теперь забудем про съезд, забудем про работу депутатскую, будем лечиться. Только одна просьба. Я говорю: какая? Телевизор мне надо в номере. Я говорю: Муса Юсупович, ну не дадут нам тебе. Вот ты захочешь, сделай телевизор. Ну, сумел я телевизор поставить. Поставили телевизор, включаем, идет съезд. И выступил один депутат, значит, по-моему, что-то сказал про ингушей, про нашу ингушскую вот эту пригородную проблему. Муса Юсупович встает и говорит: Хакуна Вали, ты меня отвезешь в дворец съезда. Я говорю: Муса Юсупович, ну нельзя, Муса, ну никак нельзя. Я говорю: ну иди, можешь поговорить с врачом? Я выхожу, ну там доктор наук, профессор, величина такая, пожилой человек, я подхожу, объясняю ему. Целые 15 минут ему объясняю, так, будет, если не... Он говорит: слышать ничего не хочу, молодой человек, уходите из моих глаз. Вы что, хотите убить его, что ли? Он депутат СССР, я не имею права, это Кремлевская больница. Выставляет меня, я захожу, он говорит: вот как хочешь, меня забери. Если ты меня не заберешь, я здесь умру. То есть он еще и... Принципиально, вот мне надо попасть туда. Ну что мне оставалось делать? Я вышел, подогнал такси, посадил его в машину в больничной форме. Мы приезжаем в гостиницу «Москва». Я еле его, он хотел в этой форме зайти. Я не успею, закроется там. Я его заставил одеться, значит, галстук ему завязал. К сожалению, он очень плохо завязывал его, не умел, постоянно приходилось помогать. Завязал ему галстук, и он поехал. Дали ему слово. Я прошу вас
народные депутаты поддержат не том, что мою проблему, месхетинскую, немецкую. Да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессий не было. Зачем не выступающий президент Михаил Сергеевич или другой? Надо задевать, уважаемый Михаил Сергеевич. Вас люди уважают. Вы должны... Это вопрос. При выступлении обязательно надо говорить, а вы никогда об этом не говорите. Редко говорите. У меня все. Я прошу, извините меня, конечно. Но прошу вас, поддержите репрессии народа, поддержите, чтобы этот вопрос решился. Раз навсегда надо покончить с этим вот так. Одна беда объединяла многие народы, которые оказались под гнетом Сталина. Муса Юсупович всегда стремился к тому, чтобы справедливость была на высоте. В этих вопросах он всегда не жалел ни сил, да и ничего. Иногда вот, когда мы с ним встречались в Москве, у него глаза были вот покрасившие все, ну, мы говорили, надо отдохнуть, отдыхать вам надо, чтобы плодотворно работать. Он говорил, надо сперва добиться, чтобы вас арестовала справедливость, отдыхать в любое время мы успеем. Но так было не всегда. Случалось, он сидел неподвижно, говорит Ахмед, обхватив руками голову и с тревогой прислушивался, как в груди начинало ныть и щемить сердце. Были неудачи. После таких срывов у него все валилось из рук, и для того, чтобы настроиться на рабочий лад, ему требовалось какое-то время. В такие моменты он нуждался в поддержке и получал ее не только от меня, но и от других. Я везде находил отношение к Мусе с уважением, с любовью и всех народов. Казахи, киргизы, узбеки. Когда был муфти Узбекистана, Мухаммад Садык, депутат СССР был, так он ни один раз мимо Мусы не проходил. Тогда в советское время сказать «Ассалам алейкум» это было страшное дело. И ни один депутат это не посмел бы, кроме Мусы Юсуповича, пожать руку и сказать «Ассалам алейкум». Муса Юсупович это делал просто и от души. Мусу Юсуповича уважали, его любили, им восхищались, с ним считались. Он был общительным, контактным человеком. Например, Кугульдинов один раз сказал так, много было там ингушей, вот так посмотрел на нас, ингуши, говорит, вот этот человек, говорит, самородок, говорит, это не золото, говорит, россыпи, это самородок, говорит, в 1000 лет, говорит, 100 лет, говорит, один раз, говорит, такой самородок можно найти, берегите его. Вот так он оценил Мусу Юсуповича. За свои заслуги Муса Юсупович Дарсигов удостаивался высоких государственных наград. В 1972 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1976 орденом Трудовой Славы 3-й степени. В 1974 году знаком победителя социалистических соревнований. Неоднократно избирался депутатом городского совета. Дважды награждался орденами 1-й и 2-й степени Всемирного фонда «Альянс Миротворец». Этим же фондом в 2006 году он был признан добрым человеком мира с вручением диплома вышеназванного фонда. Чтобы воздать должное и чтобы не забывать заслуги и имя Мусы Дарсигова, в его честь будет назван совхоз Алханчурский, на развитие которого он потратил много сил. Муса Юсупович приехал домой, и как раз шел развал Советского Союза, естественно, Чечня с Дудаевым, там у них был, не помню сейчас, лидер один, такой же, как и наши нисхоевцы, они там баламутили. И он приехал, говорит, Ахмед, не знаю, что делать, говорит, напряженная очень обстановка такая. Чеченцы, говорит, хотят вообще, говорит, выйти из состава России. Как поведут себя ингуши? Я говорю, Муса Юсупович, ингуши, наверное, должны правильно поступить. Как вы считаете, мы должны поступить? Я для себя этот вопрос ему задал. Он говорит, Ахмед, мы никогда не должны из России выйти. Мы должны в составе России быть. Наши отцы, предки добровольно вошли в состав России, и мы не имеем права нарушать их решения. Хочу зачитать воспоминания Мусы Юсуповича Дарсигова, высказанные им в последних душевных порывах.
9 месяцев комиссия из 9 человек, в которую входил и я, во главе с Анатолием Михайловичем, работала над ингушским вопросом. Республика рождалась в муках. Это самое главное, на мой взгляд, что должны знать и всегда помнить ингуши. Ингушский народ должен беречь и ценить свою республику, расцветающую день ото дня, благодаря усилиям бывшего и нынешнего руководства Ингушетии, которые многое сделали и делают для нашего с вами процветания. Мы имеем право ходить по нашей земле, не терять честь и достоинство ингушское, иначе нам не простит будущее поколение. Какая еще рано сказать правду. Потеря любого человека, конечно, она невосполнима для нас. Но все по воле Божьей все происходит. Одни уходят, одни приходят. Но когда человек, который знает проблему своего народа, человек, который как труженик отдал свою жизнь на полях сельского хозяйства, человек, который как советник сегодня мог бы помогать и в деле сельского хозяйства, и, может быть, в наших национальных вопросах, ну, конечно, потеря таких людей – это ощутимый удар для нашей нации. Я считаю, что мы потеряли очень много. В его лице мы потеряли очень много. И я думаю, что наши потомки в дальнейшем скажут, оценят Мусу Юсуповича достойно так, как он этого заслужил. Он действительно великий человек. Будучи сыном своей эпохи, Муса Юсупович Дарсигов честно подчинялся общепринятым социальным стандартам и канонам. Суровое и жестокое время, в котором ему выпало жить, научило его быть честным и справедливым. Он не умел лгать в жизни и в политике. И, наверное, именно поэтому мы живем сегодняшним днем под лучами свободного солнца в краю родном.